День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем в ближайший час. На этой неделе Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины. К чему пришли лидеры? В Ленской ЦРБ произошли изменения в лучшую сторону. Подробнее о новых медицинских аппаратах. В Якутск доставили 60 тонн металлолома, собранные в рамках проекта «Чистая Арктика». Груз прибыл из села Саилык Устьянского района. О экологическом проекте. Гонки оленеводов прошли в Якутске на озере Сайсары. Столица приняла более 200 делегатов со всей республики и не только. Игры стали самым массовым мероприятием. Чем запомнилась игра? Главное историческое достояние Владивостока – музей Арсеньева. Отмечает 135-летие. О музее и других актуальных новостях из Владивостока. На этой неделе Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины. Путин подтвердил приверженность мирному разрешению конфликта и выразил готовность к совместной работе с американскими партнерами над комплексным и долгосрочным урегулированием, учитывающим законные интересы России в сфере безопасности. Российский лидер также обозначил ряд важных моментов, касающихся контроля за прекращением огня, остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Путин указал на риски, связанные с позицией Киева, и призвал к полному прекращению иностранной военной помощи Украине. Подробнее о переговорах в дайджесте федеральных новостей расскажет моя коллега Айсена Бурнашова. Главная тема недели – телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. За событием следил весь мир. Только представьте, за сутки 18 марта в мировых СМИ было опубликовано около 15 тысяч материалов на 25 языках. Общая аудитория читателей и слушателей превысила 730 миллионов человек. Разговор двух президентов занял почти 2,5 часа. Лидеры провели подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщает сайт Кремля. В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Также конструктивно президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности. Во время телефонного разговора Владимир Путин также проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет проведен обмен пленными – 175 на 175 человек. Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медучреждениях. Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы. Двое якутян вернутся на родину из плена ВСУ. Это подтвердил уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева. Один из них пропал без вести в зоне СВО 29 мая 2024 года, а 29 июля появилось видео, подтверждающее его плен. 8 октября Международный комитет Красного Креста сообщил семье бойца о его нахождении в украинском плену. 19 марта состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 175 на 175, в результате которого двое якутян были освобождены. Сейчас они находятся в Белоруссии и готовятся к возвращению в Россию для лечения и реабилитации. Помощь в освобождении оказали и Объединенные Арабские Эмираты. Обмен пленными состоялся, и первым делом общение с близкими. Подробнее Петр Васильев.
Алло, доченька, приветик, я живой, все нормально, не переживай. Первым делом звонок близким. На родную землю вернулись российские бойцы. На лицах нескрываемая благодарность и ликование. Наташе позвони, скажи, что все нормально. Целую, люблю. Зай, меня обменяли, все нормально. Я вас очень сильно люблю, обнимаю. Скоро увидимся, скоро буду дома, дорогая. Сегодня вернулся я из плена. Встретили меня очень хорошо, очень много эмоций. Хочу выразить огромную благодарность всем своим родным, кто за меня переживал, кто пытался всеми силами меня вернуть домой, и у них это получилось. В минувшую среду Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 175/175, сообщили в Минобороны страны. Кроме того, в качестве жеста доброй воли Москва передала Киеву 22 пленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Сейчас российские бойцы находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается вся необходимая помощь и предоставляется возможность связаться с родными. После этого они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации. Ну, до дома, до родных. Во-первых, повидаться с семьей, во-вторых, начинать свою жизнь семейную. Дальше. Домой вернуться, к семье, к детям, к матери. Алло, мамуль, привет. Привет. Все, мы долетели, нас посадили в автобус. Ага. Вот, ждем дальнейшей отправки. У тебя все хорошо? Да, все хорошо. Пару ранений есть, я думаю, что в госпитале сделают все. Но ничего серьезного, такого, только осколки. Все хорошо, доехали, слава богу, все нормально. О решении обменяться с Киевом военнопленными 18 марта сообщил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. В заявлении Кремля по итогам переговоров также говорилось, что российская сторона передаст Украине 23 тяжело раненых боевика ВСУ, которые проходили лечение в российских медицинских учреждениях. Его подвиг не будет забыт. В Якутске прошло чествование командира мотострелкового взвода Петра Киприянова. Боец получил звание Героя России посмертно. Знак отличия – золотую звезду вручили семье погибшего бойца. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Медаль «Золотая звезда» передается супруге героя Зинаиде Михайловне Киприяновой. Здесь не звучат фанфары и музыка, только тихая скорбь возвещает о том, что награда нашла своего героя. В зале еле сдерживают слезы. Погибший Петр Киприянов совершил подвиг, который увековечит его имя в истории страны. Пошли, зачищаем! Проходи. Настоящий якутский воин запомнился сослуживцам как отважный и самоотверженный командир. Про таких, как он, говорят: за ним и в огонь, и в воду. Сослуживцы Киприянова верили, командир выведет их из любой передряги. Так и случилось в сентябре прошлого года. Тогда боец с позывным «Монгол» в ходе штурма вражеского опорного пункта получил контузию и серьезные ранения. Но, несмотря на это, защитил товарищей и удержал позицию. Слова «ни шагу назад» были не пустой звук для него. Он всегда шел вперед и вел за собой ребят. Его подвиги вдохновляют нас. Он навсегда будет символом храбрости, отваги и мужества. Почти полгода прошло с момента трагедии в семье Киприяновых, но боль по-прежнему отзывается в сердцах его родных. Жена героя Зинаида Михайловна со слезами на глазах говорит о супруге. Был примерным семьянином, очень любил детей. Он любил охоту, рыбалку. Мечтал свозить сына с собой, когда он подрастет. Ведь когда-то и он в детстве ездил с отцом в лес. Александр Петрович вспоминает, сын был спокойным, любознательным мальчиком. Учился в Махсоголовской школе Хангаласского улуса. Сегодня на ее месте стоит новая. Школу только сдали новую, Махсовскую школу, название не имеет чья имени. И он эту школу закончил. Это будет самый лучший вариант, если такой герой, первый герой нашего поселка, герой России, получит название и имя его. Предложение присвоить новой школе имя героя народный депутат Алиш Мамедов озвучил в ходе чествования Петра Киприянова. По его словам, это очень простая процедура, но она сохранит его подвиг в памяти земляков на долгие годы. Саргалана Неустроева, Нюргун Старостин, Якутск.
Завершился прием заявок от участников СВО на кадровую программу «Якутия. Земля героев». По словам эксперта проекта Натальи Кашперской, на участие в нем поступило более 500 заявок с разных районов республики и даже из других регионов страны. Все эти участники пройдут отбор, в частности, соискатели должны обладать высшим или средним образованием и как минимум небольшим стажем работы на управляющей должности. Те, кто справился с заданиями отборов, будут представлены к наставникам. Ими выступят опытные сотрудники госучреждений, предприятий и общественных организаций. Отбираем при этом мы всего 25 человек. Но понимаем, что все остальные – это тоже те люди, которые хотят быть полезны, которые тоже хотят адаптировать себя к мирной жизни. Поэтому для них мы тоже готовим определенное предложение. Это будет обучение в дистанционном формате для того, чтобы на следующий год, уже прокачав свои какие-то определенные управленческие компетентности, люди помогли подать документы повторно. К другим федеральным новостям. Заявление Банка России. Мировой рекорд на Байкале. Подробности об этом и не только продолжит рассказывать моя коллега Айсена Бурнашова. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Совет директоров Банка России также сообщил, что инфляционное давление снизилось, но остается высоким. Рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения высокой. По прогнозу Банка России годовая инфляция снизится до 7-8% в текущем 2025 году. Вернется к 4% в 2026. Банк России продолжит анализировать скорость инфляции. В случае ее ускорения вопрос о повышении ключевой ставки будет пересмотрен. Следующее заседание запланировано на 25 апреля. Базовая инфляция, хотя и замедляется, но находится вблизи 10%. При этом текущие темпы роста цен с начала года постепенно снижаются. И если услуги и продовольствие по-прежнему дорожают высокими темпами, то по непродовольственным товарам рост цен замедлился до умеренных значений. На динамику цен повлияло и укрепление рубля. Дальнейшая ситуация на валютном рынке будет зависеть от фактического изменения внешних условий. Также на неделе россиянка установила мировой рекорд, проплыв подо льдом Байкала 122 метра. Рекордсменку зовут Екатерина Некрасова, а родом она из Москвы. Дистанцию девушка проплыла всего за 1 минуту 39 секунд. При этом была без гидрокостюма, в одном купальнике и ластах. Температура воды в тот момент была равна +2 градусам. Рекорд Екатерина установила во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». К слову, прежний рекорд также принадлежал ей и составлял 102,7 метра. Екатерина – опытная моржиха, пишут организаторы фестиваля. Зимним плаванием занимается с 2003 года, а с 2015 участвует в соревнованиях. В пятницу 21 марта свой день рождения отметил министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров. Главному дипломату страны исполнилось 75 лет. Уже более 2 десятилетий Сергей Лавров стоит у руля внешнеполитического ведомства страны. Эрудированный, интеллигентный, с чувством юмора, он с блеском отстаивает интересы России в дипломатических баталиях, прокладывает путь к справедливому многополярному миру. Благодаря ему и большой команде именитой Высотки на Смоленской Россия обретает надежных союзников и твердо закрепляется на новых рубежах. Свой юбилей Сергей Лавров, как всегда, встретил на работе. Наш телеканал также присоединяется к поздравлениям, которые в этот день в адрес министра, кажется, сыпались со всего мира. Это был дайджест федеральных новостей. До новых встреч! Но мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В Якутск доставили еще 60 тонн металлолома, собранные в рамках проекта «Чистая Арктика». Груз прибыл из села Саилык Устьянского района. В основном это кузовы и рамы автомобилей, остатки от промышленных конструкций, сохранившиеся с советского периода. Этот металлолом будет обработан и подготовлен на переплавку. Напомню, за 4 года реализации проекта в Якутии от металлолома очищено 35 гектаров арктических территорий. Собрано 1600 тонн. У нас вот есть большой проект «Лед тронулся». И мне ребята из Сикси говорят, вообще-то мы с старта лед тронулся так-то по-хорошему. И вот теперь мы находимся здесь, в Якутске, и проект стартовал в марте месяце. Никогда такого не было, потому что мы обычно стартуем в апреле, когда лед сойдет. А тут получается, что мы теперь металлолом вывозим по зимнику. И это действительно такой прецедент очень важный. Студенты и преподаватели АГАТУ продолжают заготовку продуктов для участников СВО и раненых бойцов в госпиталях. Продовольствие для обработки отправляют со всей республики. Тему продолжит Эржена Гармаева. Волонтеры АГАТУ заготавливают съестные припасы с самого начала специальной военной операции. В эту работу вовлечены и студенты, и преподаватели. Никто не остался в стороне. Участвует, значит, поварское-кондитерское отдел, зоотехники нам очень хорошо помогают, и теплоснабженцы, да, иногда, и все преподаватели, да, тоже заинтересованы, участвуют в волонтерской деятельности. Хотел бы заметить то, что каждый курс все-таки участвует в волонтерской деятельности, просто в разных, то есть сейчас мы, допустим, чистим уток, другая группа, там, в другое, когда привозят как раз-таки продукты, они уже занимаются этим. То есть каждый курс, который здесь обучается, он участвует в волонтерской деятельности. С 2022 года через руки добровольцев прошло более 3 тонн продуктов. Из них большая часть – ингредиенты якутской национальной кухни – жеребятина и оленина, караси и потроха. А сегодня на кухне АГАТУ – утки. Можно сказать, что заготовка утки – это командная работа. Сначала мясо птицы ощипывают, затем потрошат и обрабатывают. После этого готовую тушку вакуумируют и отправляют в такой вот аппарат шоковой заморозки. В зону спецоперации отправляются как полуфабрикаты, так и готовая продукция. И так, но на самом деле мы большинству отправляем полуфабрикаты, потому что ребята там сами будут готовить. Что добавлять, что делать, кому как нравится, у кого какие аллергические моменты, это тоже опасно в том случае. Мы отправляем готовые продукции, мы лишь отправляли караси. Бойцы с передовой регулярно передают благодарности поварам, в том числе и за караси. Волонтеры верят, лакомства из родной Якутии не только утоляют голод, но и поднимают боевой дух. Эржена Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Якутия усилит борьбу с лесными пожарами. Финансирование выросло в 2,5 раза. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в эфире программы «Прямой разговор». По словам главы региона, после визита президента России Владимира Путина в Якутию в прошлом году сумма, выделенная на мониторинг и тушение пожаров, выросла до 4 миллиардов 3 миллионов рублей. В рамках усиления противопожарных мер планируется открыть 5 дополнительных авиаотделений, 2 из которых начнут работу уже в этом году. Также республика принимает участие во всероссийских штабных учениях МЧС, посвященных организации безопасного прохождения паводкового периода и действиям в чрезвычайных ситуациях. В первый день были обсуждены варианты противодействия паводкам и организации эвакуации. Второй день посвятили противодействию и ликвидации пожаров. Для этого были задействованы около 16 специалистов и 2700 единиц техники по всей территории республики. Для учений в Якутске в местности Усть-Хатын развернули подвижной пункт управления и палаточный лагерь жизнеобеспечения. На месте прошла проверка личного состава отделений РСЧС и их снаряжения. А после провели работу по тушению возникшего природного ландшафтного пожара рядом с условным населенным пунктом.
Также я хочу вам довести, что мы уже начали с 11 марта проверку готовности в наших улусах районах сил и средств к действиям в паводкоопасный период и в лесопожароопасный сезон. Сейчас уже проведены на сегодня проверки в 3 муниципалитетах. Непосредственно 2 мои подчиненные тоже сейчас находятся, а должностные лица Главного управления возглавляют межведомственные рабочие группы. И после чего мы должны будем доложить и докладываем каждый год главе республики о готовности в целом подсистемы к реагированию. В Ленской ЦРБ за счет средств района приобретены новый рентгенаппарат и 54 специальные кровати для отделения неврологии и терапии. Благодаря этому произошли изменения в лучшую сторону. Тему продолжат мои коллеги. Новый рентгенаппарат заработал в Ленской ЦРБ. Он был приобретен в конце прошлого года за счет средств, выделенных из районного бюджета. Аппарат современный, выполняет рентгенографию и томографию. Аппаратура удобная, работает хорошо, быстро, удобно, гораздо быстрее, чем цифровая приставка предыдущего поколения. Очень удобно работать на компьютере, быстро просматриваешь снимки в любых ракурсах, в любой плотности. Можно хорошо корректировать изображение. Это удобно для просмотра и выявления каких-то патологических изменений. Также врач-рентгенолог отметил, что аппарат стал хорошим дополнением уже к имеющемуся компьютерному томографу. Удобен в использовании, 2 рабочих места, сделать снимок можно за считанные минуты. За это же время пациенты получают его уже в распечатанном виде. В день нашей съемки основная часть пациентов обращалась с травмами конечностей. Снимки специалист делал в нескольких проекциях. Описание делаем здесь, но, к сожалению, у нас нехватка кадров, поэтому выходные, праздничные и ночные мы отправляем снимки доктору Максимову в Якутск. Администрация заключила договор, потому что мы вдвоем не можем такой огромный объем обследования обеспечить. Также Владимир Гриценко добавил, что очень хотелось бы обновить компьютерный маммограф, который за 25 лет работы уже исчерпал свои ресурсы. А в отделении терапии и в неврологии появились новые современные кровати. У нас произошло 100% обновление коечного фонда. Мы получили 26 новых функциональных кроватей, до этого получили 8. Кровати очень удобные, то есть с подъемниками, очень хорошо для больных с ограниченными возможностями. То есть это большое спасибо району за такую помощь. Преимущества новых кроватей уже оценили пациенты. В отличие от старых коек, вот это новые совсем удобные. Особенно перилы, регулировка, это надо будет тут поднять, тут поднять. В общем, удобнее, чем старые. Намного функциональнее и намного лучше стало, естественно. Потому что обновляется тут мебель и все. Средства на модернизацию здравоохранения из бюджета района выделяются ежегодно. Это весомая поддержка, уточняет главный врач. За счет них проводятся ремонтные работы в отделениях и приобретается дорогостоящее оборудование. В плане в этом году приобрести за счет муниципальной программы аппарат УЗИ экспертного класса стоимостью около 8,5 миллионов рублей. И также приобретение компьютеров для первичного звена и для стационара в сумме около 12 миллионов рублей. Также средства программы направляются на поддержку врачей, прибывших в район. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Якутии проводится масштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп! Это мошенник». Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД по Якутии совместно с волонтерами раздают в общественных местах столицы брошюры-памятки о том, как уберечься от мошенников. В них перечислены меры безопасности, которые необходимо соблюдать, а также основные схемы обмана, которые используют в республике. Кроме того, студенты ходят по многоквартирным домам и развешивают плакаты. Отметим, в акции приняли участие более 50 студентов из разных учебных заведений республики. Я не первый год участвую в этом оперативно-профилактическом мероприятии «Стоп, мошенники». Мы стараемся охватить все население Якутска, работаем во всех районах города. Если все жители Якутии будут узнать все правила гипербезопасности, то только мы можем сказать уверенно, что мы победили мошенничество.
В Якутии постепенно вводятся новые банкноты номиналом 100 и 5000 рублей. Их дизайн полностью изменился. В их оформлении используются символы федеральных округов России. Лицевая сторона посвящена памятникам столиц, оборотная – достопримечательностям регионов. Например, обновленная 100-рублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На 5000-ной банкноте изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. При этом, чтобы максимально усложнить создание подделок, были добавлены новые защитные элементы. Мы смотрим с вами водяной знак, защитную нить. Также мы высокорельефные изображения, надписи вот эти вот, они прям чувствуются, когда проводишь. Ну и вот и при изменении угла зрения у нас меняются циферки цветные. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Выездное заседание Комитета Госдумы по молодежной политике завершилось в Якутске. Парламентарии обсудили законодательные аспекты совершенствования патриотической работы с молодежью. Стороны рассмотрят предложения по действующей системе патриотического воспитания в России. Также участники заседания озвучили предложения по разработке и реализации комплекса мер по воспитанию патриотизма и мониторингу эффективности патриотического воспитания молодежи в Российской Федерации. Республика Саха-Якутия вышла с инициативой, чтобы на федеральном уровне был принят федеральный закон о патриотическом воспитании граждан. Такой закон принят здесь, во многих других регионах, они сегодня тоже выступали. И это общее мнение, что он позволит простимулировать работу государственных, негосударственных структур, дать больше понимания в том, в каком направлении двигаться, закрепить дополнительные полномочия, создать условия для развития. Глава Якутии Айсен Николаев совершил рабочую поездку в Момский район. В программе визита посещение районной больницы, открытие важного для Северного района торгово-логистического центра и совещание, посвященное вопросам развития Момского района. Обо всем и по порядку расскажет Даяна Федорова. Трехэтажный больничный комплекс введен в селе Хану Момского района год назад. Он может принять более 4000 пациентов в год, обеспечивая качественную медицинскую помощь на месте. Работаю по программе «Земский врач» уже 3 года. Также при поступлении на работу мне поступила выплата от 2 миллиона рублей в размере. И предоставили жилье. Условия в новой больнице хорошие. Комфортно, тепло, светло. Больница оснащена всем необходимым современным оборудованием. Гордостью врачей района являются диагностические подразделения, оснащенные ультразвуковыми аппаратами и современным рентгеновским компьютерным томографом. Мы раньше печатали, и это все описание было сложно. А сейчас мы все цифровая, и все идет в город, централизованный архив. Больной уже не таскает свои эти снимки. Он едет в город, и там все врачи сразу его видят. Консультация идет врачебная там в городе, и могут они вот эти снимки поднять с архива. Несмотря на то, что производительность работы стала высокой, в больнице наблюдается нехватка медицинского персонала. В настоящее время укомплектованность кадрами составляет всего 42%. Сейчас беда по всей Арктике. Врачей не хватает, особенно по врачи-хирурги, анестезиологи и акушеры-гинекологи. Вот. Средний медперсонал, младший медперсонал в достаточном количестве. Крупнейшей в арктической зоне региона Момской центральной районной больницы присвоено имя заслуженного работника народного хозяйства Ивана Петровича Павлова. Девятый по счету торгово-логистический центр в арктических районах Якутии распахнул свои двери. Большое разнообразие различных продуктов и товаров по доступным ценам. Кроме того, открытие нового ТЛЦ позволило создать новые рабочие места.
Также Айсен Николаев провел совещание по развитию Момского района. Он дал ряд поручений, в том числе проработать вопросы развития промышленности в Момском районе. Промышленная хайдыга кирер кахтанлар. Тогда ханаманна улахан хирбайон косту улахан тересле календар геолог разведку этим пушки хаанерлер. Биге киндер отон баслыко дюлерен уже десян работ. Олихин букалер хуларга. По итогам совещания глава Якутии поручил усилить работу и повысить доступность жилья для местного населения. Даяна Федорова, Джилстайн Накентьев, Момский район. Проблемы традиционного промысла общин обсудили в Якутске на 4-м съезде оленеводов республики. Среди прочего, делегаты озвучили вопросы привлечения молодых кадров в сельское хозяйство, обеспечения предприятий техническим оснащением и защиту стойбищ от нападений хищников. К примеру, по словам представителей оленеводческой общины Алданского района, в этом году в Улусе зафиксировано большое количество нападений волков и шатунов на скот. Кроме того, оленеводы обменялись опытом и мнением по ведению хозяйства. Напомним, в этом году участниками съезда стали и зарубежные делегаты, а также представители 20 районов республики. Проводится достаточно много мероприятий. У нас представлены все формы собственности. С ХПК, кочевые родовые общины насчитываются всего 165 тысяч оленей. Это прирост где-то 30 с чем-то тысяч голов. Уже прироста есть. Но основные формы хозяйства на последнее время переходят на семейные родовые общины. Также в Якутии состоялся круглый стол, посвященный состоянию, проблемам и перспективам развития оленеводства. Участники, включая гостей из Ямало-Ненецкого автономного округа, Китая и Монголии, обсудили широкий круг вопросов. От ветеринарного обслуживания и взаимодействия промышленных предприятий с коренными малочисленными народами Севера до транспортной доступности в Арктике и кадрового обеспечения отрасли. В республике насчитывается 162 тысячи оленей. Традиционным оленеводством занимаются 114 предприятий и 380 оленеводческих хозяйств. В нашем регионе более 2700 оленев и более 137 оленеводы. У нас вообще-то оленеводы, это считается люди, которые коренные малочисленных народов Монголии. Мы считаем, что проблема у оленеводов везде одинаковая, не считая, что где они живут. У нас также бывает с электричеством и с заработной платой, и с проживанием были разные проблемы, но это благодаря нашего правильного решения нашего государства решается потихонечку. Гонки оленеводов прошли в Якутске на озере Сайсары. Столица приняла более 200 делегатов из 20 районов республики в рамках 4-го съезда оленеводов. А игры стали самым массовым его мероприятием. Чем они запомнились, расскажет наша коллега Саргалана Неустроева. Гонки на оленьих упряжках – самый зрелищный вид соревнований. Неудивительно, что к месту их проведения стянулись сотни зрителей. По словам организатора, по меньшей мере 500 гостей побывало на играх. Еще 300 представителей оленеводческих районов. Ну, сегодня хорошо, что, наверное, рабочий день. Зрители оценили хорошо, интересно для всех. Но оленеводы говорят, что слишком насыщенно и только один день проводите. Всего для проведения игр привезли 164 оленей. Те, что из Авено-Бытантайского и Булунского районов до Якутска добрались, не поверите, на самолете. Перелет они пережили и даже продемонстрировали свой дерзкий нрав на трассе. Если сказать, не хвастаясь, да, наши олени славятся как бы в республике Саха-Якутия. И как наш Авено-Бытантайский национальный район, как бы в этих оленях праздниках и слетах, гонках оленях участвует очень даже хорошо. К слову, лучшие результаты соревнований традиционно продемонстрировали оленеводы именно из Авено-Бытантайского района, а также из Тампонского, Нерингринского, Булунского и Кобяйского улусов. При поддержке компании «Алроса» домой спортсмены увезут не только кубки и грамоты. Это
Это было поручение главы республики Арсения Сергеевича Николаева и решение нашего генерального директора Марнычева Павла Алексеевича. Приз, конечно, такой солидный, достойный. Это Урал-Вахтовка. И, соответственно, я очень надеюсь, что он принесет пользу людям. Сегодня компания активно поддерживает Ассоциацию коренных малочисленных народов, уделяет внимание социально-экономическому развитию районов. Вся эта работа способствует сохранению народов, культуры и этноса, подчеркивает Дичковский. Хочу сказать компании «Алроса» большое спасибо за такую поддержку, за поддержку мероприятий именно коренных малочисленных народов. Потому что, естественно, люди, которые живут в тундре, в лесу, если есть такая хорошая поддержка, они будут всегда везде участвовать и показывать свою культуру. Сарглана Неустроева, Иван Сорокаумов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем», и мы продолжаем. Главное историческое достояние Владивостока – музей Арсеньева, который в этом году отмечает свое 135-летие. Учреждение стало настоящей сокровищницей знаний о городе и Дальнем Востоке. Подробнее в материале Лианы Михайловой. В настоящее время музей Арсеньева располагает 4 площадками в самом городе и 5 филиалами в городах и селах Приморского края. В главном корпусе выставлена история освоения Дальнего Востока. В черте города посетители могут увидеть объекты Владивостокской крепости как на материке, так и на Русском острове, а также исторические здания, связанные с известными личностями, и разнообразные выставки. Помимо этого в музее проводятся разного рода мастер-классы, лекции, праздники и пешеходные экскурсии. Можно сказать смело, что многие программы и события основаны на памятных днях и событиях, традиционных для российской культуры. И вокруг них мы уже делаем региональный какой-то акцент, рассказывая, как это здесь, на Дальнем Востоке, было. У нас действительно есть пешеходные экскурсии, это одно из самых популярных направлений. В конце апреля мы открываем пешеходный сезон, когда предлагаем горожанам узнать о своем городе чуть больше, чем они знают, потому что ходят все по улицам ежедневно, но мало кто знает, почему эта улица называется так или иначе, кто жил в этом доме и как связана китайская диаспора вообще с историей города. Это, кстати, одна из самых популярных маршрутов по китайской миллионке. Тайны, трагедии и бандитские в некоторой степени Владивосток прошлого столетия, поэтому все очень любят такие истории. Находясь в музее как гость, можно увидеть очень много интересных залов с увлекательными экспозициями. По моему мнению, самой примечательной является такая интерактивная доска, где представлено огромное количество предметов. Можно самостоятельно их потрогать, посмотреть и изучить. Внизу каждой ячейки представлены имена купцов и бизнесменов, которые занимались тем или иным предметом. А также можно самостоятельно догадаться, чем занимался этот купец, а потом себя проверить на такой описывающей доске. В главном корпусе музея Арсеньева представлены постоянные экспозиции, рассказывающие об истории и развитии Дальнего Востока. А именно зал этнографии, зал археологии, кабинет исследователя и залы, посвященные историям жителей города. Стоит отметить, что здесь проводят множество разнообразных мероприятий и экскурсий для детей. Буквально каждый день расписание музея полно интересных мероприятий. Да, например, в прошлом году, если мне не изменяет память, в устье одной из рек был найден древний клинок, который стал одним из самых старых, наверное, в нашей экспозиции. Это как раз приобретение практически последних пары лет. То есть просто рыбаком, по-моему, могу ошибаться, лучше меня перепроверить, был найден обычный меч, которым, вероятно, пользовались как раз те жители древних государств Бахай и Друджени. То есть очень старинный клинок, просто нашли в реке. Сейчас музей планирует активно работать над сохранением объектов Владивостокской крепости и в благоустройстве ее территории. Также он стремится привлечь молодежь к своей деятельности, вдохновляя новое поколение на сохранение и изучение исторического наследия. Лиана Михайлова, Владивосток.
Также во Владивостоке прошел кастинг на конкурс красоты и таланта «Мисс Азия-2025». Мероприятие пройдет на базе Дальневосточного федерального университета. Подробности далее. Ежегодно два землячества, Бурятское и Якутское, организуют значимое событие, привлекающее внимание не только участников, но и зрителей. Конкурс проходит в несколько этапов, включая кастинг, интеллектуальные, спортивные и творческие испытания, а завершается все финальным концертом. Я провожу дефиле первый раз, но сама иногда учила детей и так далее. Уже есть такой опыт преподавания, а так такой для старших, взрослых людей нет. Но на самом деле, думаю, у меня получилось. Все девочки сначала не чувствовали себя уверенности. Это было очень сильно заметно. Потом уже поняли, как тут работает, какая схема идет по дефиле. Они уже начали раскрываться, показывать себя. Мне очень понравилось, что уже какой-то прогресс идет. И девочки сами по себе хочется в них еще чуть-чуть уверенности, мне кажется, будет супер. На кастинге, который собрал около 30 участниц, девушки представляют визитные карточки, демонстрируют проходку и танцевальные номера. В этом году многообразие национальностей впечатляет, а также прошел мастер-класс по дефиле и постановке танцев. Так, я узнала конкурс по объявлению. Также у меня подруги говорили, что есть Мисс Азия, и я тоже захотела поучаствовать. Ой, кастинг, это было незабываемо. Мне очень понравилось, особенно когда мы учили танец. Это было просто шикарно. Я хочу получить от конкурса много интересного, чему-то научиться. И я думаю, что Мисс Азия мне это даст. Так стартовал главный конкурс красоты и таланта во Владивостоке. Участницам предстоит преодолеть множество испытаний и доказать, что они достойны звания «Мисс Азия». Лиана Михайлова, Владивосток. В столице свою работу завершила Московская неделя моды. Она прошла в Манеже уже в 4-й раз. В этом году на подиуме блистала якутская коллекция «Танец льда» в коллаборации с якутскими ювелирами. Как это было, смотрите у Айсены Бурнашовой. Легкий шелк, невесомая, почти полупрозрачная органза, брутальный мех. Эти материалы легли в основу коллекции не случайно. Танец льда – история о красоте и силе северной природы. Финальный штрих каждого образа – аксессуары и ювелирные украшения. Так обрадовалась, когда услышала, что в начале февраля сказали, что я прошла отбор. И вот с февраля я создала коллекцию. Не спали всей командой. У меня команда – это профессионалы, мы шьем от идеи до конца. Коллекция вдохновлена Арктикой. Струящиеся ткани, словно якутские ручейки, говорит дизайнер. А объемные рукава или ромбы-обереги – классика традиционного стиля в одежде. Вот эти означают «без-харак». Это якутские обереги. И я сделала его удлиненным, потому что я считаю, что тут смесь алгасчита и современном в ключе. Культура – неотъемлемая часть моды. Этнические мотивы оценили якутяне. Они специально пришли на показ, следят за творчеством дизайнера. Она уже по всему миру известна. И я уже смотрю, вот в прошлый раз на неделе моды тоже было просто феерично. За ней мы следим внимательно и очень рады, что она растет. И вот эта коллаборация с КРГ и так далее, это очень впечатлительно. И, можно сказать, Якутия – место силы. В восторге и столичные модницы. Теперь хотят якутские наряды в свой гардероб. Этнические ноты в ней чувствовались, и поэтому вот это гармоничное впечатление осталось в душе. И, вышла девушка, и вот я считаю, в этом костюме можно вот просто ходить. Для меня это вот было такое открытие. Мы кричали «Браво!». Показ коллекции «Танец льда» завершил Московскую неделю моды. Вместе с Изабеллой свои коллекции представили еще более 180 кутюрье и брендов из России и зарубежья. А это более 3000 образов. И вновь Москва на неделю стала законодательницей моды, а подиум открыл новые имена. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Пилотирование беспилотников, основы тактической медицины и огневой подготовки. Все эти навыки показали участники конкурса «Сила в единстве» фестиваля Мус-Устар. Соревнования прошли на базе спортивного комплекса Дохсун. Саргалан Неустроева продолжит тему.
Когда звезды ближе, чем кажется. Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Екатерина Веденеева провела мастер-класс для юных гимнасток. Все возможные высоты взяты, все самые престижные пьедесталы покорены. Теперь настало время передавать опыт младшему поколению. Хочу отметить очень высокий уровень их подготовки. Дети старались, дети подходили, спрашивали, то есть детям было не безразлично, они интересовались. Если у них что-то не получалось, они не расстраивались, не плакали, не бросали работу, а подходили и попросили им помочь. Это очень радует, потому что дети настроены и нацелены, видно, что на работу. Несмотря на юный возраст, гимнастки уже хорошо знают. Обратная сторона медального золота – огромный труд и такая же сила воли. Но юные гимнастки готовы к трудностям и на меньшее не согласны. Цель – стать олимпийской чемпионкой. Я хочу стать тренером и хочу выступать на Олимпиаде. Я занимаюсь почти 2 года, и мне нравится, нравится, что он красивый, и нравится летать по разным городам России. Под чутким руководством Екатерины юные гимнастки активно приняли участие в занятиях. Она не только поделилась секретами своего спортивного мастерства, но и ответила на вопросы юных гимнасток. Я ей восхищаюсь, она очень красивая, сильная гимнастка. Мне она очень нравится. Я занимаюсь 10-й год сейчас. Мне очень нравится этот вид спорта, потому что он очень красивый, пластичный. И бывают, конечно, трудности, но мне нравится. Мастер-класс станет отправной точкой для многих юных гимнасток на пути к большим достижениям в мире художественной гимнастики, уверены их тренеры. Буквально полгода назад она была на Олимпийских играх, и сегодня она здесь у меня в зале. Представьте их волнение, их счастье, как будто бы, я не знаю, это как звезда какая-то сошла с неба, и тут она со мной рядышком меня тренирует, это очень здорово. Екатерина Веденеева поделилась своими знаниями о правильной технике выполнения элементов, продемонстрировала комбинации, а также дала индивидуальные советы по улучшению физической подготовки и артистизма. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. В Алдане прошла традиционная ночная лыжная гонка. В этом году забег состоялся в рамках всероссийского марафона «Сила России». Впервые ночная гонка стартовала более 15 лет назад, и сегодня она остается одним из любимых спортивных праздников приверженцев здорового образа жизни. На лыжню вышли и наши корреспонденты. На стадионе лыжно-биатлонного комплекса собрались спортсмены, болельщики и поклонники зимних видов спорта. В сумерках мартовского вечера был дан старт традиционной ночной гонки. В этом году забег прошел в рамках всероссийского марафона «Сила России». Женщины – герои в спорте. Так звучала основная идея спортивного праздника. Это, получается, спортивный марафон, который проходит по всей России. Основоположником является партия «Единая Россия», то есть это именно пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи, конечно, в первую очередь детей, популяризация спорта. И где, как не в зимней столице Якутии, проводить данное мероприятие. Мы гордимся нашей Россией, мы гордимся женщинами России. Мы гордимся героями, женщинами в спорте. Вперед, Россия! Впервые забег такого формата состоялся более 15 лет назад. И по сей день он остается одним из любимых событий не только для алданцев, но и для жителей соседних районов. Ежегодно в ночной гонке вместе с сильнейшими спортсменами и ветеранами лыжного спорта участвуют новички, любители и все приверженцы здорового образа жизни. Да, это очень такой популярный вид спорта. Это лыжные гонки не только в нашем Алдане, но и по всей нашей республике. Первыми стартовали самые юные спортсмены – мальчишки и девчонки до 10 лет. В массовом забеге силы смогли испытать как физически подготовленные взрослые, так и молодежь, школьники и граждане почтенного возраста. На старт многие алданцы вышли семейными составами. Настроение, конечно, отличное. Ждем начала. Пришла с сыновьями. Раньше никогда не участвовали. Надо когда-то начинать. Несмотря на легкий морозец, участникам и болельщикам было совсем не холодно. Все желающие могли выпить горячего чайку. К тому же необыкновенно теплыми стали искрившиеся в вечернем воздухе позитивные эмоции.
Я пришла сегодня с ребенком, он у меня ходит на биатлон, и мы решили с ним провести вечер. Мы ходим каждую субботу так просто кататься, но на гонки первый раз. В ночной гонке силы попробовали порядка 150 человек. В массовом забеге проигравших не было. Все участники получили грамоты и памятные сувениры. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Лучшие шашисты-ветераны республики борются за звание чемпиона. В Якутске проходит 29-й чемпионат республики по 100-клеточным шашкам. Среди ветеранов на призы и в честь 85-летия со дня рождения Дмитрия Сыромятникова, мастера Всемирной федерации по шашкам и первого из якутян международного арбитра. В соревнованиях среди ветеранов принимают участие более 30 спортсменов из разных улусов республики. Чемпионат проводится в целях пропаганды здорового образа жизни и дальнейшего развития шашек в Якутии. Более 30 лет, получается. Шахматы играю, шашки вот начал тоже. И в последнее время вот Дмитрием Васильевичем играем коридо, его шашки. Стоклеточные шашки у нас развиваются очень хорошо. У нас много гроссмейстеров. Вдумчивость надо, терпение и, главное, расчеты своих ходов и стремление к победе. Такое увидели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Но я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.